Здравствуйте. Вообще не понимаю, как так можно было. Да что я такого сделала? Ничего, просто взяла мою тему. Я взяла тему, которая мне интересна. Откуда могла знать, что она твоя? Вот уж не знаю, подружка. Знаешь что? Слушать мне тебя противно, оправдываться мне не в чем. Думай, что хочешь, но я буду заниматься этим проектом. Я тоже. Әсия, нәрсә күрдең тагыннан да? Уранарыңны җикдеңме? Әлкеләр әле. Аларны башта муйчага алып баралар бит әле. Уран җир барыбер җитмәячәк. Башта ашаталар әле. Әнә кара, нинди аш бит алар. Хәзер кем туг икәнсең? Әйдә китек. Уран җир җитмәсә, пәрдәләрне җыярсың. Все началось с конкурса проектов по истории. Ужасно глупо, что я обиделась на подругу из-за того, что мы, не сговариваясь, взяли одну и ту же тему. Да и могла ли я тогда представить, что прикосновение к этой теме полностью перевернет мое отношение к истории, к жизни, к войне, к своим корням? Ну, Лиля, ну, подружка. Хотя я сама виновата. Я же ей об этом конкурсе рассказала. Слушай, ну ведь она тоже так же могла решить, что это ты у нее тему украла. Нормально. А ничего, что я... А ничего, что я в свой отпуск в какую-то глушь притащилась. Ну, спасибо. Сестра называется. Почему я решила писать о детях войны? Бабушки не стало еще до моего рождения, а в военные годы она была чуть помладше меня. Здравствуйте. 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 Проходите, пожалуйста. Раису Ивановну, тоже ребенка войны, я нашла в одном из областных городов Татарстана. Ее мама работала воспитательницей детского дома, который в годы Великой Отечественной приютил детей, эвакуированных из разных уголков страны. Мы заранее договорились о встрече, я подготовила вопросы. Но могла ли я подумать, что выйду от нее совершенно другим человеком? Проходи, Лерочка, проходи. Проходи. Встречайся. Я вас пригласила вместе в один день, ведь тема-то у нас одна, поэтому, мне кажется, так удобнее будет. Что-то одна скажет, спросит, другая, может быть, добавит. Приятная встреча. Очень рада. Угу. Раиса Ивановна, а как ваша мама стала работать в детдоме для эвакуированных детей? Как тебя зовут? Тедди, Олег, Сваева, Нина. Ой, я не понимаю, что он говорит. Да что здесь непонятного? Ребенок хочет в туалет. Отведите его, пожалуйста. И когда она увидела, что детки прибывают, они и маленькие, и взросленькие были. Глядя на них, у нее сердце затрепетало. Она пошла к директору, говорит: возьмите меня хоть нянечкой. Я даже в ночь согласна с ними оставаться. Хоть у меня и своих 3 детей. Она детей в баню водила, мыла их там. Ночью каждого приласкает, каждому стишок или песенку споет. И когда заметили вот это вот ее очень родное отношение к детям, вот, говорят: Ольга Александровна, вам быть искренней только воспитательницей. Миленькие родненькие, ну потерпите еще чуть-чуть. Скоро пойдете обедать. Сейчас согреемся, ладно? Нужно просто немножко подождать. Закия Закировна, дети сейчас в обморок падать начнут. Ольга Александровна, не мы эти правила устанавливали. Сейчас, если всех не учтем, потом поди разберись, когда родители их искать начнут. И так уже путаница в каждом эвакопункте. А тут еще их поезд обстреляли. Учительница Зинаида Павловна
Школьников из Винницы в Одессу привезла, а обратно уже дороги не было. Идите-ка лучше, помогите коллегам, а то они сами сейчас в обморок упадут. Зоряна вона теж з нами з початку. Ну все, Закия Закировна, принимайте команду. Честь имею. Ну все, мы закончили. Товарищи воспитатели, ведите детей в столовую. Ну что? А что вы хотели после 1,5 месяца теплушек и полной антисанитарии? Да еще полное истощение и психическая нестабильность. Пережить столько налетов. У того юноши из Беларуси, самого старшего, мне показалось жесткое дыхание. Его бы доктору показать. Где ж его взять-то? Сейчас отдохнут, еще раз осмотрите. Синья Эльдаровна, Фреда, уведите детей. А сия фельдшера. Він з Мінська, ще навіть школу не закінчив. Казав, що батька одразу мобілізували, а мати з сестрою евакуюватися не встигли. Коли дозволили, вже пізно було. Так в окупації лишились. Сам Михась вже на фронт пробився, але його звідти санітарним ешелоном в тил відправили. Малий ще. Він до нас під Дніпропетровськом прибився, коли нас знову бомбити почали. Дітей допомагав спасати. Ні на що не жалівся. Тільки кашляв сильно. Але хіба там до того було, коли діти на руках помирали? Похоже на крупозную пневмонию. Пока вела камфору, но здесь без врача и лекарств не обойтись. Это то, от чего умерла наша мама? У вашей мамы не было сил бороться с болезнью из-за тяжелой работы. А он молодой, крепкий, должен справиться. Делайте все возможное. Молоко постараемся достать. Пройдемте ко мне в кабинет. Дякую. Самі розумієте, Артек усіх прийняти не може. Я пообіцяла своїм відмінникам, хто добре навчався, подорож до Одеси. Металолом збирали, шефам на заводі допомагали. Своїми силами гроші на поїздку заробили. У суботу приїхали, у неділю війна. Назад додому вже не пустили. Поїхати дозволили тільки в липні. Тоді дітей почали евакуювати, а до того заводи. Немало дітей по дорозі прибилося. Після бомбувань, після обстрілів. Слава Богу, хоч своїх зберегла. А то ж як жити, як батькам в очі дивитися? А в Виннице у вас кто остался? Мати з братом. Я комнату для учительницы подготовила. Как Михась? Спит, с ним Рауза осталась. Хорошо. Проводи, пожалуйста, товарища. Вам нужно отдохнуть. Я надеюсь, все уже самое страшное позади. Ольга Александровна, присаживайтесь. У меня к вам предложение. Я, конечно, понимаю, вы у нас человек новый. И, наверное, вам сподручнее работать нянечкой. Но вы видите, дети все прибывают и прибывают, а воспитателей у нас почти нет. Может быть, поработаете у нас воспитателем?
Ну, за доверие, конечно, спасибо большое, только у меня своих детей 3. Младший всего 2 года, со средней надолго не оставишь, и так полдня голодные сидят. Старший сын в колхозе до ночи, и, боюсь, так у меня времени на своих детей совсем хватать не будет. А муж? Муж от брони отказался, на фронт ушел. О детях ваших я похлопочу. Их, как детей сотрудников, можно поставить на питание в детский дом. А за малышкой поручу приглядывать Асие. Они с сестрой без матери остались, а отец на фронте. Теперь здесь помогают, работают, устроены костеляншами. Ну, в общем, подумайте. Ну, хорошо, я подумаю. Ну, вот уже почти пришли. Вот наш дом. Мама, мама! Мама, мама! Мамочка! Катюшка моя. Катюшка ты моя Катюшка. Ой, какая у тебя куколка красивая. Кто сделал? Мам, я лебединый суп сварила, Катюшу покормила. Умничка ты моя. Знакомься, это Асия. Она будет жить с нами. А меня Ириша зовут. Только ты со мной спать будешь. А ты мне книжку почитаешь? Да. А ты лебединый суп из лебедей сварила? Нет, из лебеды. А ваша семья бедно жила? Чем вы питались? Ну, вспоминать, конечно, трудно. Ну вот и Мить пришел. Как раз к ужину поспел. Садись, сынок. Это Асия, она с нами жить будет. За Катькой следить. А маму воспитательницей сделали. Мы теперь в детдоме обедать будем. Хорош жужжать. Митя. Асия. Ну что, познакомились? А теперь кушайте, пока похлебка не простыла. Ангелы вам за трапезой. Ну вот и тетя Вера. Я как раз вам похлебку оставила. Не. Вас и вон сколько. Че, я детей объедать буду? Да вам ела. Гороховый, моченый горох давали. Не гоните. И на том спасибо. Мне уж на палате пора. Ну смотри, тетя Вера. Нищенка у нас живет. Где целыми днями бродит, не знаю. Что это? Кто это? Вот ведь, а. Дети совсем без вещей приехали. Сарафанчики да маечки. Не успеешь оглянуться, и осень. А здесь ведь не юг. Ну ничего, успеем с Божьей помощью детишек-то одеть.
Пресвятая Богородица, Матерь Божья, помоги нашим детишкам, сохрани их, дай нам хлеб насущный. Сен нәрсе, мені трибуналға тартпақшы боласың ма? Мен саған барсыз да қоян алайымсың, а? Юк, Талғат абый. Сіз үзігіз мені трибуналға тартасыз. Районнан комиссия келсе нишләрбіз? Нәрсе көрерлер алар? Бір кроватта икішер бала йоклағана ма? Пішкен бәрәңге қабағы білән балақ башы ашағанарны ма? Мен сізге иянымнан жер бердім. Ана шуны шкертігіз. Анда әбір үсәрішін вақыт керек. Хәзір әлі анда яшіл үлән білән алып отадан қала бір нәрседі үсме. Алар шуны кізге кәдір ашасынар ма? Сіз мен аянамағыз, еме? Сіз мен аянамағыз. Нәрсе, менің үйімдегі балаларым тук ята ма, а? Нәрсе, менің балаларым аш ятпайлар ма, а? Бітін ауыл халқы шул айтып яшей. Ана, бір сенің де баша көтеріп үйге қайтқаны жоқ. Бітірісі фронтқа кетіп бара. Бітірісі ана шунда. Бу балаларның әтиләре фронтта, әниләре оккупацияда. Күбісі исәнді түгел инде. Алар үз балаларын бізге қалдырдылар. А сіз аларны тылда аштан үтермәкші боласыз. Нәрсе? Нишік сен меңа шулай деп әйте аласың, а? Нишік сен меңа шулай деп әйте аласың? Әйте алам! Иртәге көннән біз балалар белән кыр эшләренә чыга башлыйбыз. Әгәр дә бер атнадан рәтле ашау, рәтле урын җир булмаса, үзегезгә карагыз. Менә ул вакытта инде трибуналга да мөмкин. Алла! Ey qarşındağı milləşlər ağlağanda diləklə şaqaralar boşadırğa saldı. Миколка, Янис, берите снизу, грузите. Пропадет иначе. Надо собрать снизу. Что, порезалась? Сейчас подорожник приложим. А ты откуда? Каунас. А как тебя зовут? Алга. А меня Сия. А где твои родители? Я не знаю. Папа служит. На фронте? На границе. Его забрали еще до войны. Может быть, уже убили? Ну почему сразу убили? Нельзя так думать, если не знаешь точно. А мама? Мы спали дома. Начались взрывы. Много взрывов. Мы выскочили и побежали. Все бежали. Потом много дней шли. А самолеты стреляли. Потом поезд. Один, другой. Мы много ждали на станции. Мама хотела поменять сережки на еду. Но поезд поехал. Я хотела выскочить к маме, но меня не пустили. Потом стреляли с неба. Очень страшно. Я плакала. Все плакали. Потом меня взяла к детям учитель из Украины. Обещала, что после узнает про маму. Но еще ничего не узнала. Ну ты же знаешь, как это сложно. Нужно просто ждать и обязательно надеяться.
Эй, а ты чего? Я так само по мате сумую. А где твоя мама? Не ведаю. Мы ў лагеры адпачывалі. На лінейцы сказали, война, до хаты нам нельга, там опасно. Усіх на грузовики погрузили. Потом на цягнікі ехали. Одни? Чаму адны? З важатымі. Ты тоже потерялась? Не, гэта яны згубіліся. Калі пачалі стріляць па цягніку, нас з Люськай Зося вожатую взяла, и мы побегли в лес. А потом я громыхнула. Это выбух был. Зося нас сверху с собой накрыла. А потом мяне Михась подобрал. Ён таксама з Беларусі, толькі я до гэтага яго не ведала. Мы уже потом у цягніке познаёміліся. А Люська с Зосей? А яны там засталіся ляжаць. А остальные где? Адкуль я ведаю? Кажу же, сгубилися. А как тебя зовут? Христинка. А дом твой где? У Гродно. Девочки, вы там не уснули? Хватит разговоров, работать нужно. Фронту хлеб нужен, они наболтаться не могут. Римапа! Опять? Опять. Ладно, веду еще камфору. Молись, девочка, молись. Молись, девочка, молись, чтобы Бог нам врача послал. Ну, Матурам, сама посуди. Вот как я могу принудить народ, а? У всех, понимаешь, обстоятельства, а? Детей берут, сирот берут, матери с детьми берут, а ты одна. Вот у всех полон рот дома народов голодных. Вот как мне сделать, а? Вот скажи вот, как? Вы думаете, я не понимаю, почему они мне отказывают? Да потому что я немка. Они в лице меняются, когда узнают, как меня зовут. А вы знаете, что фашисты в упор расстреляли моего мужа? Что я сына от бомбежки не уберегла, потому что в госпитале дежурила. А они называют меня фашисткой. Я всю жизнь прожила в России. Мои родители родом из России. Родители их родителей. Мой муж бежал из Германии от гитлеровского режима, потому что был коммунистом. Партия направила его в Эстонию. Господи, да почему я должна все время перед всеми оправдываться? Простите, пожалуйста, вы врач? Да. Идем со мной. Пожалуйста, идемте. Матурам! Подожди. Ne sen de var. Kapıydı kız. Ya. Что такое происходит, а? Уф, Аллах. Сколько раз вводили камфору? Уже 5, больше нельзя.
Готовьте шприц. Это сульфидин. Уведите девочку. Его надо срочно в ваш районный госпиталь. Только там делают переливание крови. Я думаю, что это единственное, что его спасет. Не знаю, примут ли его. Надеюсь, Фазиль не распряг еще лошадь. Римма Искандеровна, будете сопровождать. Позвольте, я буду сопровождать. Я постараюсь их уговорить. Хорошо, подготовлю документы. Товарищ доктор, я плакать не буду, честное слово. Понимаете, у нас с сестрой мама умерла от воспаления. Это потому, что нас тогда рядом не было. А я загадала, если буду рядом с ним, то тогда он не умрет. Ну, пожалуйста, я плакать не буду. Она его все это время выхаживала. Ну, чтобы ни единого писка, иначе высажу прямо на дороге. Вот все необходимые документы. Товарищ? Герц. Хелма Герц. Я немка. Поверьте, если бы я была фашисткой, меня бы здесь не было. Мы можем ехать? Спасибо. Поехали. Давай еще лекарства. Еще чего? Ты и так всю посуду съел. Иди сразайся, а то без тебя всех немцев победят. Давай еще посуду нарвем. Давай. Марта, а ты откуда? Из Латвии. А где твоя мама? Пока мы бежали на поезд, самолет летел низко-низко. Мама сказала лечь. Пока мы лежали, мама уснула. Я ее будила, она не просыпалась. Наверное, устала. Тетя Инга тоже так сказала. Наверное, когда мама отдохнет, она меня обязательно найдет. Скорее бы уж. Давайте кто-нибудь будет фрисом. Давайте рахуватися. Хто вийде, той і фриц. За горами, за лісами стоїть бочка з пирогами. Раз, два, три. Фрицем будеш ти. Я? Ты неправильно считаешь. Давай лучше я. Бертай, кетай, üşтай, дуртай, биштай, алтетай, зигестай, жидетай, сигестай, тугестай, унтай, жигиптай. Хто фриц? Я фриц? Ти схитрував! Ти першим став фрицем! Ні, фрицем! А ну прекрати, сестер! Разве так можно? Что же одна команда? Да, судьба у тебя, конечно, врагу не пожелаешь. Да сейчас у всех судьба, врагу не пожелаешь. Ну, а вы? Слышала, что у вас муж от брони отказался. Да, отказался. Он же у нас на все руки. В колхозе, как что случится, все к нему бегут. И бригадир в тракторной бригаде.
Как уж его отпускать не хотели, а он все равно не могу, говорит, здесь отсиживаться, пока наши ребята там жизни отдают. Да кто сейчас о своих жизнях-то думает? Нам бы вон детей сохранить. Ну и солдатиков наших накормить. Да, детей... Ой, прости. Детей надо сохранить. Как хорошо, что эта девочка... Роза? Роза с нами поехала. Не будь ее, не нашли бы мы нужной группы крови. Потеряли бы мальчика. Вот видишь, как Господь-то все уладил. Человека своей кровью с того света вытащила. Да гасим, гасим! Расшумелся окаянный. Принесла ведь нелегко. Ладно, ты отдыхай. Тебе отдыхать надо. Успеем отдохнуть. Спасибо тебе. Да что ты? Это тебе спасибо. Такое дело сделала. Ну что, кажется, идем на поправку. Что тут у нас? Хвойный отвар, молочная лапша. Грех не поправиться. Прямо завидую. Сначала отвар. Не капризничай, а то лапши не получишь. Заспеваешь? Выпью. Что? Думаешь, я не чу? Як ты для меня спевала? Ты что, притворялся, что спишь? Мне тогда не до притворства было. Просто кальвакол. Усё шухае, узрываецца. Хочется выбраться от гэтуля, ісці нема сил. А ты удалечыні там. С каўшом холодной воды ёсць сэнс ісці. Таму што ведаеш. Колькі б я не шоў, ты заўсёды дачакаешся і дасі напіцца. Ey karşı dağı mileşler ağlayanday dilekne şakırlar bu şatırga sağış dolu yerekne mileşlerim mileşlerim siz benim sırdaşlarım yerekteki sağışlarda Gönülle gözyaşlarım. Что ты рисуешь? Эмма. Kas sa oled pärit Eestist? Tartust. Kuidas sinu nimi on? Marek. Kus on sinu vanemad, Marek? Ei tea. Alguses. Isa vidi ära. Osad, kviside oli alganud. Pärast ema vidi ka ära. Vanaema ja tädi Vilma võtsid mind enda juurde ja me läksime jalgsi ja siis sõitsime kaua. Pärast vanaema kaitselinnaga ja viidi rongist välja. Tädi Vilma viidi ka välja. Aga mind toodi siia teiste lastega. Siin keegi rohkem ei saa aru, millest ma räägin. Aga sina saad aru ja mina saan ka sinust aru. Sul on ilus ema. Tead, kui sa kunagi tahad suhelda, tuli minu juurde. Mi kabinet on seal.
Это, конечно, хорошо, что ваши подопечные сейчас такие бодрые. Кстати, к чему они так усердно готовятся? Женщины из-за войны решили не отменять праздник урожая. Дети должны знать традиции отцов. Мы тоже решили с детьми присоединиться. Праздник – это хорошо. Но, судя по сводкам, война еще продолжится. А значит, к вам будут поступать новые дети. А скоро осень. И я на данный момент не вижу, что ваш детский дом был к ней готов. Товарищ инспектор, я обращалась неоднократно и в сельсовет, и совнарком, и везде либо отказы, либо обещания. У них сейчас на первом плане другие задачи. Обеспечить фронт и производство. А мы должны подождать. А детей между тем привозят больных, раздетых, босых, завшивленных. Некоторые до нас добираются 2 месяца. Разве мы можем обойтись без помощи государства? Попрошу не забываться, товарищ директор. У нас, товарищ инспектор, простите, даже врач из эвакуированных. А теперь послушайте меня. Нормы государством установлены. И почему дети не обеспечены всем необходимым, в первую очередь спросятся с вас. По поводу врача. Она, кажется, немка. Надеюсь, вы понимаете, что не все немцы враги. Я-то вот понимаю. А вот... Простите, товарищ директор, там новенькую привезли. Ну что ж, пойдемте. Договорим по дороге. Вот, товарищ директор. Принимайте пополнение. Еврейской национальности, с Молдовы. По рассказу, выходит, всех у нее расстреляли. А девочку мать успела у соседей спрятать. После уже обозом вывозили. Одна добиралась. Неделю на малярийной станции жила. Говорит, там хлеб подавали. Хорошо, оформляйте. Фарида, позовите доктора. Тебя как зовут? Нурит. Практически Нурия. Мама. Ну что ж, работайте. А я со своей стороны сигнализирую о ваших проблемах. И постараюсь помочь. Да, кстати, что за история с полотенцами? Говорят, вас видели торгующие на базаре? Уж не казенное ли имущество продаете? Это мои личные полотенца, я их еще до войны вышивала. Нам перестали поставлять яйца и молоко, а я должна обеспечить. Оригинальный способ обеспечения выбрали. Если надо будет, еще пойду. У меня выбора-то не было. Ну-ну. Добрый день. Вызывали Закия Закировна? Хельма Ериховна, будьте добры, осмотрите новенькую. Пойдем. Всего хорошего, Хельма Эриховна. До свидания, товарищ директор. Я сама когда-то пела и теперь опять пою. Если нужно будет ранен, вы возьмите кровь мою. Мой миллионочек на фронте у самого у огня. Если миленького ранит, поведу машину я. Из колодца вода льется, настоящий леденец. Красная армия дерется, скоро Гитлеру конец. От Москвы до Берлина дороженька узкая. Сколько Гитлер не воюет, а победа русская! Там тоже есть.
Хавза, Асия, это вам. Canım giden kaytmaz yollara, diren deryalara tüger saldı. Ольга Александровна, Хельма Ериховна, у детей жар, 2 группы. Так, девочки, оставайтесь дома с детьми. Куда ты, глупая? Что вам не спится? На работу скоро пора. Ну что, уже кушать будем? Спить уже. Ой, нету покоя. Ой, никому нынче нету покоя. Ой. 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 Ну что, разместили? Да, заболевших изолировали, но соблюдение карантина обязательно. Все-таки корь? Судя по симптомам, да. Вспышка только в новой группе из Ленинграда. Они еще не общались с другими. Может, нам стоит их разделить? Отправить детей, которые не контактировали, по домам к сотрудникам? Ну, если кто-то добровольно согласится. Конечно, добровольно. Простите, а у вас есть дети? Фазиль, мой сын. Конюх? Да. Демобилизован по ранению в первом же бою. Чудом руку удалось сохранить. Но осколки, похоже, остались еще. Ничего, я думаю, что после войны его смогут прооперировать. Да. Но только в тылу он теперь не согласен находиться. Он просится обратно, а его не берут. Говорят, что здесь он теперь нужнее. Поэтому он такой молчаливый, слова из него не вытянешь. Зато живой. А муж на фронте? Неделю назад получил извещение. Пропал без вести. Но я не верю, что погиб. Понимаете, я бы почувствовала. И сыну не говорю. Так. Я подготовила все дела по карантинной группе. Возьмите, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Простите, я хотела узнать об одном мальчике из Эстонии. Но ладно, это в другой раз. Эй! Мать не приходила? Нет, она уже 5 дней на работе, а нам туда нельзя. Есть нечего. Щепок больше нет. Коровьи репехи тоже кончились. Печку не затопишь. Сухари, значит, будешь. В лес идти надо. Поздно уже. Что, с голоду помирай? Ольга поругаться будет. А ты не говори. Я с тобою. И я хочу. И я. Тоді мы тоже підем. Вы что, с дуба рухнули? Вот еще.
Слухай, ми ж так набагато більше сушняка наберемо. І правда, що толку дома сидеть? Я тоже без вас сидеть не хочу. А кто за малыми смотреть будет? Я уже взрослая. Я с вами пойду. А в ухо? Ну все, я пошел. Кто от меня отойдет, пеняйте на себя. Эй! Куда всем гуртом на ночь глядя? За дровами. Тетя Вер, пригляди, они без меня не справятся. Мы скоро придем. Да ты-то куда? Да я-то как? Да я 100 лет в руках дитя не держал. Ой, ну за что же мне такое наказание-то? А? О, жила спокойно, никого не трогала, и вот дитя. Так нечестно, я тоже хочу. А где Макарка? А где Макарка? А где Макарка? Макарка? Макарка! 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 Ах ты ж окаянный! Я его последний раз там видела. Там болото. Разделяться нам нельзя. Можем потеряться. Айда за мной. Я вам покажу, какая я маленькая. Посмотрим, кто больше хвороста наберет. Ну все, хорош. Надо передохнуть. Костер разведем. Костер почует, сам выйдет. Що ж я матері скажу, якщо з ним щось трапиться? Він зі мною до Одеси напросився. Мати вчительку вмовила. Миколка, а где твоя мать? У Винниці залишилася. Там немцы. Моя мама тоже, где немцы. А где? В Липове. А почему она не с тобой? Я был в лагере. Когда нас вывозили, в дороге заболел. Всех повезли дальше, а меня потом сюда. Янис, представляешь, если бы не война, ты бы жил в своей Латвии, а я в Литве, и мы бы никогда не встретились. Да, но лучше бы мы познакомились как-нибудь по-другому. Эй, ваш! Тихо, что случилось? З болота витащив. Як тебе у болото занесло? Я ягоди побачив, бажав набрати. Думав, ви зрадієте. Клюковки захотел. Кому было сказано от меня ни на шаг? Почему на допомогу не покликав? Думав, сам виберуся, а ви лаятися будете, як дізнаєте. Ладно, снимай трясину. Девочки, дайте платки прикрыться. Иди, пора. Ты откуда появился?
Это кто еще появился? Да ладно, спасибо тобі за брата. Як ти його витащив? Мы народ кочевой, не раз в болото топли. Знаем, как тащить. Снегу кинул, да ползком. Выберется, повезло. А нет, так не судьба. Ты цыган? Откуда? У сорок стояли. Табор фрицы расстреляли. Мать в кусты толкнула. Говорит, к станции беги. Не знаю, кто еще убежать смог. Ты с Молдовы? Ну, поленьше. Умень-то. Колмотила. Ну все, будет. А что в детдом не пошел? Да кто ж меня возьмет? Чтоб взяли, справки нужны. А у меня одни дыры. Да и не привык я, чтоб мне указывали, что делать, чего не делать. Здесь не стреляют, и то хорошо. Люди рядом, прокормлюсь. Тут и волки рядом. Ну ты смотри, а то поможем. У нас мать в детдоме работает. Спасибо тебе. Надумаешь, приходи. Ольга подобрая, и Закия подобрая. Подумаю, костер оставьте, сам затушу. Эй, гаврики! Вы где? Спите, что ли, уже? Тетя Вер, проснись. Тетя Вер, проснись. Где дети? Какие дети? Наши дети где? Так за дровами пошли. Куда? В лес? Ну, ясное дело, в лес. Где еще дрова-то бывают? Они все ушли, что ли? Ну, ясное дело, все. Что тут без дров-то сидеть? Так, тетя Вер. Че? Побудь с Катькой, пожалуйста. Ой. Никуда не уходи. Да зачем уходить-то? Мне и тут хорошо. Спасибо. Ой. Катька-то Катька. Ой. Нету покоя. Нигде покоя нет. Слава Богу! Господи, слава Богу! Меня так пугается-то. Слава Богу! Что с тобой? Он в болоте его там Срочно греться. Так, а где Иришка? Асия, ты же тетю Веру оставила. Мамочка, прости, пожалуйста, мама. Так, стойте, подождите, стойте. Так, ребятки, вы идите домой греться. Митя, Асия, идем со мной. Эй, хворост забыли. Ну, кто больше хвороста набрал? Хелма Эриховна, выпейте чаю. 3 недели карантина уже прошло. Новых вспышек нет. Может, вы пойдете домой, отдохнете как следует. На вас смотреть страшно. Может быть. Я хотела спросить насчет того мальчика из Эстонии, Марека Рюйтеля. Насколько я поняла, у него не осталось родных. Ситуация сложная. Родители арестовали в 1940 году по подозрению в антисоветской деятельности. Бабушка с теткой умерли по дороге в эвакуацию. Остальных родственников в оккупации нам пока не удалось узнать. В антисоветской деятельности. Если бы вы знали, сколько эстонцев арестованы просто по подозрению. Как вы думаете, если его родственники не найдутся, я смогу его усыновить? Вы окончательно обдумали свое решение? Это мой сын. Похож, правда?
Правда. Я не могу ничего гарантировать, но я обещаю походатайствовать. Хельма Эриховна, у нас, кажется, еще один заболевший. Кто? Марик Рюильтель. Ну что, корь? Тиф. Никому не входить. Я сама. Почему нам в детский дом нельзя? Там весело, там у меня подружка Марта. У нас вон пол детского дома живет. С нами не весело? Они весь день в поле. А ты чего не пошла? Собиралась ведь? Не разбудили. День добрый, Ольга Александровна. Добрый день. А Хелма Эриховна дома? Да нет ее. Она уже 2 месяца от больных детишек не отходит. Ну тогда передайте ей. Это срочно. А что это? Какая депортация? Какая Казахская ССР? 48 часов? Это что? Указ правительства вышел. Всех лиц немецкой национальности из-за угрозы проведения диверсионных актов по указке Германии депортировать. Какой указ? Какая Германия? Я тебе сейчас такую депортацию устрою. Это уже не подчинение власти. Я тебе сейчас такую власть покажу. А ну иди отсюда. Иди, говорят, отсюда. Смотрите, передайте, 48 часов, а то с конвоем приду. Иди, иди, иди. Господи, да что же они делают-то? Своими же руками, а? Асия, доченька, повесь, пожалуйста, белье. Держи. Мне нужно будет в детдом. Мам, и я с тобой. Ну, цыц. О чем вы? Какая депортация? Один врач на все село. Значит так, передайте товарищу комиссару, что трудами врача нашего детского дома Герц Хельмы Эриховны успешно ликвидирована эпидемия кори. А на данный момент ведется борьба с очаговой вспышкой тифа. И поэтому детский дом в данный момент на карантинном режиме. И покидать его пределы опасно в связи с возможностью заражения здорового населения. Отложили рассмотрение вопроса. До снятия карантина. Что у вас? Принятые профилактические меры помогают избежать новых заражений. А Маре как? Кризис миновал, угрозы для жизни нет, но... Что? Хельма Эриховна, она... Что? Она заразилась. Нет, она не велела к себе пускать. Она велела в первую очередь думать о детях.
ты нашла покой, наша красавица. Товарищ директор, непорядок. Повторная повестка гражданки Герц Хелме Эриховне о срочной депортации в течение 48 часов. Уполномочен вручить лично. Дома опять никого нет. Где я могу найти гражданку Герц? На кладбище. Мамочка! Сергей вывернулся. Ну что ты плачешь-то? Я живой. И даже не ранен. Мне повоевать не пришлось. Папка! Опять с колхоз вернули. Родные мои. Ты, парень, молодец. Вот что значит дед-тракторист. Ну да, все каникулы у вёски. Ну что ж, дальше сам давай. Правильно, корми его давай, а то с машиной не справится. Смотри, какой тощий. Да ты что? Наши тут кормят. Мабуть, сама голодует. О, чем у вас тут так вкусно пахнет? Аж живот свело. Мы что, разбогатели? Да вот, свекольной ботвы набрала. А еще картофельный крахмал дают в пищепроме из картофельных очистков. Ой, лишь как галчат налетели. В детдоме-то нынче совсем худо стало с питанием. Как в пищепроме? Это же на другой стороне реки. А мост еще весной смыло. Так ничего, не зима же, я вброд. Сейчас папка придет и вместе за стол сядем. Не придет папка. Сказал, что работы много. На тракторной станции заночует. Аленька, утюг сегодня у тебя? Утюг у меня. Держи. А корыто? А корыто еще вчера Раиса забрала.
Сергей Степанович дома? А то у меня там дверь с петель слетела. Нет, не дома. На работе он. Ну, извини. Вот ведь баба-то завидует, а? Что у меня живым мужик с войны вернулся. А где он, мужик-то? По неделям не видимся. Тихо, товарищи! Тихо! Здравствуйте, товарищи! Виделись. Актив нашей комсомольской организации решил обратиться к вам с серьезным предложением. Что предлагать-то будете? Если прибавку к хлебу, то мы согласны, да? Вы все прекрасно знаете, что наше село стало вынужденным пристанищем для многих эвакуированных с прифронтовых и оккупированных врагом территорий. В том числе для детей, чьи отцы сражаются в рядах Красной Армии или погибли, защищая Родину. А может, наши мужики не сражаются? Или наши дети не сиротствуют? Вот, именно поэтому мы с вами, как никто другой, должны понять тех, кто еще ко всему прочему лишился крова. Так уплотняемся же. Подселяют, не спрашивают. Так ведь? В том-то и дело, товарищи, что есть среди нас такие, кто считает оказание помощи обездольным повинностью, а не было бы приказа сверху, так бы на порог не пустили. Что ж ты от нас-то хочешь? Чтобы мы их кормили, поили, а они на шпилечках, да в крепдышинах, на заваленках кофе пили, да? Да уж, работники из этих городских не купить, не продать, не налить, не подать. Как же вам не стыдно? Они, может, потому и в крепдышинах, что даже вещей с собой взять не успели, когда от фашистских налетов спасались. Скоро холода, а многим и надеть-то нечего. А дети из детского дома днем вместе с нами на колхозном поле трудятся, а по вечерам по селу работу ищут за подаяние. А если б вас вот так с насиженных мест согнали, а если б ваши дети голодные, холодные, по чужим людям с протянутой рукой ходили? Ты, дочка, не лютуй. Мы в мирное это время, как сыр в масле, не катались. Чем помочь-то? Свои дети с голоду чахнут. В общем, комсомолки нашего села решили взять шефство над детским домом. И еще мы организуем пункт помощи эвакуированным в нашем сельсовете. Здесь будут приниматься продукты и теплые вещи и распределяться среди нуждающихся. Поэтому призываю всех к участию в этом благом деле. Молодцы, кызлар. Шундай ауыр вакытта битараф булмаугыз өчен молодцы. В такое тяжелое время за то, что не равнодушные, молодцы. Вот, да. И вы, бабоньки, тоже молодцы. Страна у нас большая. Значит, там чужих нету. Все свои, понимаешь? Да. Ох, нету покою. Опять нету покоя. Ну, надо так надо. Поможем! Идем, моя девочка, идем, моя хорошая, идем. Менә шулай, иптәш инспектор, халыктан җыябыз, алар китерәләр. Менә шуны детдомнарга илтәбез инде, балаларга бирәбез. Здесь, что ли, детишкам помощь принимают? Бабушка, а откуда у тебя коза, а? Тебе все так и скажи, откуда. Добрые люди дали. На, держи. Давай, бери.
Иди, моя хорошая, иди. Иди с ними, иди. Иди, моя хорошая, иди. Председатель, ну ты у меня смотри, чтобы детишка в детский дом отдал. Понял? Кайсайга хатырга алып келелер. Товарищ сержант, ну что ты уперся, как баран? Ну какие воры, это же дети! Закон для всех один. Если им потакать, они весь урожай растащат. И кого вы воспитаете? Самых настоящих воров. Да какой урожай-то? Ну какой там урожай? Несколько клубней старой картохи? Все равно ж сгниет. Своих детей у тебя нет, поэтому тебе никого не жаль. А ты иди посмотри на наших-то. Ну посмотри. Просвечивают ведь уже. И что теперь? Воровать, что ли? Да эти же самые дети урожай собирают для фронта и для победы. А отцы их вернутся, что мы им скажем? С голоду уморили детей? Засудили? За пару гнилых картофелин? А солдаты? Каково им на фронте? Тяжело им на фронте. Только ради кого они воюют? Ради этих же детей и воюют, чтобы жили они счастливо и ели сыто. Ольга Александровна, знаете что? Получше тебя знаю. Уходим. Вот что. Забирайте своих малолетних. Кого? Того. И идите отсюда, чтобы глаза мои их не видели. Если еще раз поймаю, вас с ними вместе посажу. За антисоветское воспитание. Совести у тебя нет. Это у меня нет совести. Сирот обижаешь! Эх вы, добычки мои. Положение ухудшается с каждым днем. Помощи, видимо, ждать неоткуда. Вижу единственный выход – заработать на продукты и одежду самостоятельно. Это как? Народ у нас отзывчивый, нищим и обездоленным подает. И поэтому… Что же, предлагаете милостыню собирать? Почему же сразу милостыню? Будем предлагать работу, по хозяйству, пригляд за детьми. Детский сад-то не работает, так что вперед, работать, алга. Хозяева! Хозяева! Здравствуйте! Что? Помощь нужна убраться, с детьми посидеть. Помощь? Неужто правда? Конечно, нужна. У меня ж, смотри, я же на шаг не могу отойти, дел никаких сделать. Так давайте, я помогу. Ой, спасибо. Заходите. Девочки, пойдем. Спасибо вам большое. Эй, хозяева! Хозяева! Эй! И чистим, моем, убираем, по хозяйству помогаем. Эх, нету покоя.
Никому нынче нету покоя. Ай, балалар, ай, молодцы. Удружили бабаю, помогли. Берите, заслужили, молодцы. А мне здесь так много никогда не подавали. Спасибо, родненькие. Спасибо, миленькие. А то я думала, помру, и никто не вспомнит. Нет, все будет хорошо. Вы, главное, отвар не забывайте пить, а мы завтра еще придем. Не дать-то вам больше нечего. Нет, вы не беспокойтесь, мы все равно придем. Наш повезло. Один мужик на все село. Сергей Степанович, у меня лопата ступилась. Не сочтете за труд наточить? Простите, кумушки, в другой раз. Неделю дома не был. Ну, поклон супруге. Работа завтра, не проспите. Михась, ты? Я, дядька. Что встал? Отдыхаешь? Не еде. Чтоб его. Сейчас гляну. Ты свечи-то почистил? Забылся. Забылся, тракторист. Что в этой ситуации делать, помнишь? Ведаю. И чтоб все свечи почистил. Сам справишься? Справлюсь. Ну, вперед. Папа, ты куда? На работу. Куда же еще? Ну сегодня же выходной. Ты должен отдыхать. Вот кончится война. Будем отдыхать. Пока. Детский дом, детский дом, детский дом, скрипка души моей, песня души моей, детки, песня души моей. Должно быть, Сережа пришел. Что? Дядька Сережа. Что? Что? Я не хочу.
Мені папа з фронту письма пишет, як німців б'є. Мені папа не пише. У мене погиб. Ускорбно. Якщо мала обіцяла, то не все ж весело. Пішли зі мною. Он почти упал, почти, давай! Давай! Отговаривать я от себя не могу. Да и поздно уже. И все-таки зря ты так. Призвали бы, когда время пришло. Нам без твоей помощи очень тяжело будет. Ольга Александровна тебя простила уже. Пробачила? Только я сам себе не пробачил. Нельзя так, Михась. Ты о Рузе подумай. Она и так голос потеряла, когда получила похоронку на отца. Она столько для тебя сделала. А сейчас как чужие. Рузе потребен добрый человек, а не убивец. Прекрати! Ты не убийца. За убийство расстрел, а тебя оправдали. Не ты виноват, что пришлось пахать слепую. Не ты виноват, что Сергей Степанович работал на износ, что силы его оставили. А кто за Киапа? Кто повинен? Война. Война? Тады война и рассудить. Даруйте за Киапа. Дякую за усё. Тизден матур кошлар килер безге. Берсен-берсе куып уйнарлар. Трезеге куныпалар миннен. Эткейем кайттымы, дип зарарлар. Минне якын эткен кашчыкларга. Ни дип жава берем, энкейем. Тагын житте буяс. Неге кайтмый инде эткейем. Молодец, Янис. А ты можешь нам рассказать, о чем это стихотворение? Это стихотворение про папу. Наверное, он на фронте сражается с фашистами. Да, правильно. А еще? Весна приходит, солнце раздает свои лучи, а папа не возвращается. Капає крапель, біжать струмки. Скоро повернуться птахи з теплих країв. Они будут веселиться за нашим окном. Что же я отвечу моим любимым птичкам? Каков будет мой ответ? Сидячи за окном, яны спытаюць мяне: вярнуўся ці твой татачка? Почему же снова пришла весна? Но почему же не возвращается мой папочка? Ничего, ребята, ничего. Мы верим в скорую победу и что ко многим детям отцы непременно вернутся. А мы с вами сейчас вот что сделаем. Мы с вами напишем письма на фронт. Напишем нашим односельчанам, для которых родным является татарский язык. Они сейчас сражаются там, откуда вы приехали. Защищают от врагов ваши дома. И представляете, как им будет приятно получить весточку от вас с родины на родном татарском языке. Смотрим словарики, вспоминаем правила и приступаем к работе.
Здравствуйте, дорогой солдат. Мы еще не знакомы с вами. Я приехала в ваше село из Литвы, а вы сражаетесь за освобождение моей родины. Поэтому я вам очень благодарна. Чтобы помочь фронту, мы ездим по районам с концертами, поем песни на наших родных языках, танцуем народные танцы, ставим спектакли, а собранные деньги отправляем на покупку самолета. Уважаемый Мазгут Абы, я подружился с вашим сыном Тахиром. Когда кончится война, приезжайте к нам в гости в Винницу. Я по вам буду скучать. Я бы тоже хотел уйти на фронт, но меня пока не берут. Поэтому мы трудимся для победы здесь, в вашем колхозе, ведь мужских рук не хватает. Дорогой дядя солдат, прогони, пожалуйста, фашистов из моей Молдовы. Там мой дом. Я очень скучаю. Громите фашистов так, чтобы гитлеровская армия больше не существовала на земном шаре. Наш конюх Фазиль научил меня хорошо держаться в седле. Хочется иногда сесть на коня и ускакать на фронт. Учителя говорят, что мы должны учиться на отлично и хорошо. Если мы получаем хорошие оценки, то это пуля по врагу. Мальчики не верят, а я верю. Говорит Москва. Войска Первого Украинского фронта сегодня, 20 марта, в результате штурма и обходного маневра флангов овладели областным и крупным промышленным центром Украины городом Винница. Радость-то какая, ребятушки! Радость-то какая! Все это время я пыталась представить себя на месте этих детей, русских и татар, латышей и украинцев, которые оказались здесь без родителей, без лекарств, ели гнилую картошку, писали письма на фронт и мечтали о победе. Дорогі наші вихователі, нянечки, вчителі та всі ви, хто заміняв ці страшні роки матерів і батьків наших дітей, хто зберіг їх для нас, для держави, для життя. Ні в одній мові немає таких слів, щоб висловити вам всю нашу подяку за ваші великі серця, які вміщається стільки любові. Не всі матері сьогодні можуть обняти своїх дітей. Не всім дітям судилося зустрітися зі своїми батьками. Але ми знаємо, що ви зробили все, що було в ваших силах, і навіть більше для того, щоб зберегти їх від голоду, від ворогу, від холоду, від смерті. Довірених вам цих маленьких людей. Але вони виростуть і стануть достойними синами і дочками своєї вітчизни. А тому низький вам поклон. Значит, у тебя теперь новая мама. Мама Яниса хочет, чтобы я ее так называла. Она хорошая, но я пока не могу. Может, потом. Ну, ты поедешь с ними. Я скучаю по Латвии. Простите, мы могли бы перед отъездом сходить на могилу Хельмы Эриховны, ведь я обязана ей жизнью сына. Конечно. Я думаю, она была бы рада.
если бы знал, что вы вернулись к Марику. Фазиль, отвези. Отырғыз. Кеттік. Айтах, спасибо вам. Ну что, давайте прощаться. Спасибі вам. І дітей усіх назад везу, і мати з братом з Чкалова повертаються. Хіба це не щастя? Правда, дома нашого більше немає. Але ж головне, що живі усі, і війна має скоро закінчитися. А держава нас не кине, я вірю. Я тоже верю. Я же говорила, если ждешь и надеешься, мама обязательно отыщется. Я так само сподівалася. Хочешь, я попрошу маму, чтобы ты к нам? Не, я свою еще почекаю. Ну чого ти відмовляєшся? Поїхали. І правда, мама вже з директором домовилась. Та не проти. Знаєш, як вона тобі за Макарку вдячна? Не, Нурика я не оставлю. Я ж ей теперь как брат. Без меня она совсем скиснет. Ну давай, сыночка. И ваш сын в ЗОО учиться едет. Пора профессию получать. Ты писать-то хоть будешь? А зачем? Не на 10 лет уезжаю. Полгода вообще-то тоже много. Ну, может, открытку к Новому году черкну. Асия! Асия! Сестра твоя где? Да вон она с ребятами прощается. А что? Как что? Письмо ей! Роза! Роза, письмо тебе! Михась? Михась! 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 Закир, на машины подъехали. Давайте организовываться, народ. Товарищи, машины подъехали. Организованно загружаемся по машинам. Не толпимся. Распределяемся по машинам. Прощайте, дедушки. Ну, теперь можно и на покой. Проект по истории изменил меня. Я будто жила здесь жизнью этих детей, многие из которых были моими ровесниками. Здесь, в далеком от их дома татарском селе, рядом были люди, которые делали все, чтобы сохранить их детство и дать им вторую родину. Какими ничтожными кажутся теперь трудности нашей жизни, где так много излишеств, в сравнении с жизнью тех, у кого не было даже самого необходимого. Я не знала своей бабушки. Ее не стало еще до моего рождения. Но теперь я узнала о детстве ее поколения, о том, чем для них была война и чем стала победа. Война — это цепь потерь, встречи, разлук случайных. Боль вторит эхом теперь, я по тебе скучаю. Сквозь тишину ночную эти слова звучали. Я за тобою сумую. Я по тебе скучаю.
память с собой возьму я, стонов страшнее молчание. Я по тебе сумую, я по тебе скучаю. Робость забуду трусость, юности был отчаян, man tevi spēja trūkst. Я по тебе скучаю, как ты отыщешь тех, кто вспоминался чаще. Их верни среди, я по тебе скучаю. Война — это горе, голос, встречи уже не чая, аж тебя спосил гол. Я по тебе скучаю. Вновь поезда встречаю. Помни, что ты не один. Я по тебе скучаю. Бездны расколом война, крик птичий полон печали. Минси не согнал. Я по тебе